В этом спорте зрители должны соблюдать тишину, а судья практически никогда не вмешивается в игру. Ростов-на-Дону принимает 5-й юбилейный турнир по быстрым шахматам памяти первого президента Чечни, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Здесь думают, переживают и ходят 300 юных шахматистов со всей России. Кроме того, в этом году впервые за победу поборолись ребята из Абхазии, Южной Осетии и Украины. Это грандиозное мероприятие, это большой праздник для многих-многих детей из разных уголков Российской Федерации. На сегодняшний день этот турнир журналистским сообществом признан самым зрелищным и самым красивым турниром в России. Во время партии у каждого в запасе всего 15 минут. Зрители, не отрываясь, следят за каждым движением шахматистов. Здесь слышны только частые щелчки секундомеров. Лишь они выдают, какая яростная борьба идет между соперниками. Игроки используют все более замысловатые комбинации, неожиданные тактические ходы. Итоги турнира предугадать невозможно. Следующий столик вот здесь. Гроссмейстер 21 века Илья Половинкин. Он научился играть в шахматы раньше, чем писать и читать. 11-летний школьник за 2 минуты ставит мат любому шахматисту в области, включая собственного тренера. В турнире по быстрым шахматам юный спортсмен участвует не первый год. Я хочу дойти по шахматной лестнице, кстати, выше и выше, набираю все больше опыта. Я хочу выигрывать турниры, то есть и занимать все более высокие места. Как считал первый российский чемпион мира Александр Алейхин, шахматы ближе к искусству, а не к спорту. За эстетическое начало интеллектуальной игры и первый проректор Ростовского государственного экономического университета Николай Кузнецов, известный как президент шахматного клуба «Ринг». Этот турнир воспитывает детей, дисциплинирует, заставляет мыслить, думать. И я думаю, что этот турнир играет большую роль в воспитательных целях для молодежи, в познавательных целях, в общении. Здесь закладываются уже у детей дружеские отношения и желание еще раз встретиться, сыграть партию, показать, чему ты научился, как ты за год мастерство свое повысил. Я думаю, что регулярность этого турнира будет всегда обеспечена желанием детей играть в шахматы. Организатором турнира выступило Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации, Международная шахматная федерация и представительство главы Чеченской Республики в Ростовской области. Почетными гостями форума стала официальная делегация из Чеченской Республики, в которую вошли заместитель председателя парламента Шаид Джамалдаев, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, ректор ЧГУ Заурбек Саидов, а также видные деятели в области политики, спорта, культуры и науки. Как отметил министр печати, черно-белый турнир способствует укреплению межнациональных и дружеских взаимоотношений между различными народами и этносами. Дружба может быть везде, лишь бы было такое желание. Если есть политическая воля, и в политике будет дружба. Но наиболее такая устоявшаяся, фундаментальная, настоящая доверительная дружба, она бывает в спорте, она бывает в общих увлечениях, она бывает в простом, теплом человеческом общении. Поэтому к этому теплому общению мы и пытаемся прийти и хотим, чтобы больше никогда на юге России, вообще в нашей стране в целом, не возникали вопросы какого-то межнационального или, скажем, социального такого противоречия, вопросов, которые могли бы сегодня портить нам настроение. Безусловно, этот турнир сегодня у нас юбилейный, он важен для детей всей России в плане интернационального толерантного воспитания. И вот этот проект, он придуман, предложен руководством республики в лице Героя России, главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, поддержаны командой. И этот проект буквально в плане духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения не только Чеченской Республики, а всей России очень важен. Также чеченская делегация встретилась со студентами и преподавателями Ростовского государственного экономического университета. Будущие дипломаты и журналисты задавали гостям самые разные вопросы. Но все же основной темой разговора стал вопрос об иблийском государстве. Как вы считаете, что или кто может урегулировать сирийский конфликт? Спасибо. Наша с вами работа
в первую очередь идеологическая, наверное, да, заключается в том, чтобы вот такой Сирии больше никогда не было. Ислам – это ислам. И вот если мы начнем это понимать, если будет желание это понимать, если мы будем говорить об этом в таком живом, как у нас сегодня, разговоре с молодежью, вот это главная методика устранения так называемой сирийской проблемы. По традиции в рамках форума для гостей развернули фотовыставку, рассказывающую о достижениях Чечни в экономической и культурной жизни. На территории Ростовской области большое количество проживает жителей чеченской национальности. Мы вместе строим наше будущее, благополучие жителей Ростовской области, вместе рука об руку. И поэтому от того, как дружат дети, как они взаимодействуют из разных республик, разных национальностей, важнее этого ничего нет. Развитию интеллектуального спорта в России уделяют особое внимание. Ежегодно проводятся соревнования среди взрослых и детей. Для последних действует программа шахматного всеобуча, позволяющая ребятам углубиться в мир гимнастики ума. Именно поэтому участие в традиционном шахматном турнире имени Ахмата Хаджи Кадырова не стало случайным. По итогам соревнований победители и участники в каждой возрастной группе были награждены ценными подарками. Земфира Лолаева, Расул Арцухаев, Новости 7.